Согласно обзору, опубликованному New York Times 1 августа, блогеры с тысячами и сотнями тысяч подписчиков на YouTube и Instagram отправились в Китай, делясь на китайском языке тем, что они видят, переживают, едят и пьют. Эти материалы подчеркивают развитие китайских городов. Позже китайские государственные СМИ взяли интервью у видеоблогеров и продвигали свои материалы как через отечественные, так и через зарубежные СМИ. Согласно докладу, цель китайских СМИ в продвижении видеоблогеров заключается в том, чтобы, во-первых, оживить китайскую экономику, во-вторых, опровергнуть риторику западных стран в отношении Китая из уст жителей Запада, в-третьих, продолжать отрицать преступления Китая против уйгуров и других этнических групп в Восточном Туркестане. Однако давно известно, что не только журналисты, которые едут в Восточный Туркестан, но и туристы часто подвергаются преследованиям и помехам со стороны китайской полиции во время разговоров с местными жителями. Китай не оставляет народ Восточного Туркестана в покое даже за границей. Используя свою экономическую власть над государствами, Пекин хочет, чтобы уйгурские турки были экстрадированы в Китай. Так стало известно, что иранская администрация экстрадировала в Китай уйгурского турка Обулхашима Турсуна. Согласно информации, полученной командой Карымского информационного агентства из иранских местных источников, стало известно, что Турсун был задержан в иранском аэропорту имени имама Хомейни в марте 2018 года, а затем отправлен в Китай. Также стало известно, что Турсун был приговорен к 15 годам лишения свободы, без предъявления каких-либо обвинений и находился в тюрьме в городе Яркент Восточного Туркестана. В течение многих лет Китай вводил широкомасштабную цензуру в социальных сетях в регионе, чтобы предотвратить распространение в свободном мире репрессий против уйгурских турок и других тюркских общин в Восточном Туркестане. Китайское правительство запретило глобальные социальные сети, такие как X, Instagram, WhatsApp и Facebook, которые являются международными, и жестко контролируют коммуникацию и обмен информацией в регионе. Это привело к росту обеспокоенности по поводу нарушений прав человека во всем мире. Эксперты говорят, что эти запреты не только ограничивают свободу общения людей, но и препятствуют распространению информации о нарушениях прав человека в мире. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил после своего официального визита в Казахстан, что ЕС полон решимости сохранить положительную динамику в отношениях с Казахстаном. 1 августа 2024 года Жозеп Боррель посетил Казахстан с официальным визитом. Боррель встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, заместителем премьер-министра, а также с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. Подчеркнув необходимость развития связи на благо общего регионального процветания и международной стабильности, Боррель сказал: «Казахстан имеет стратегическое географическое положение. Это отличный мост между Европой и Азией». Япония поможет создать торговый маршрут через Каспийское море, который соединит тюркские государства и Европу. Премьер-министр Фумио Кисида планирует объявить о пакете экономической помощи для Центральной Азии во время встречи с 5 региональными лидерами в Казахстане в ближайшие недели, сообщает The Japan Times. Токио стремится укрепить свои связи с регионом, где Китай и Россия имеют сильное влияние, путем содействия устойчивому экономическому развитию. С 9 по 12 августа запланированы визиты Кисиды в Узбекистан, Казахстан и Монголию. Национальное бюро статистики РК сообщило, что по состоянию на 1 июля 2024 года общая численность населения в стране составляет 20 159 707 человек. В сообщении указано, что за последние полгода численность населения увеличилась на 125 867 человек. 7 289 человек получили казахстанское гражданство в результате миграции в Казахстан, а в результате естественного прироста население увеличилось на 118 579 человек. Казахские турки составляют большинство в этническом табеле страны, составляя более 70% населения.